30 лет, и где-то с 5 лет я занимаюсь рисованием. Первый мой вдохновитель, можно сказать, учитель был мой отец. Несмотря на то, что он не имел профессионального образования художественного, он очень хорошо рисовал. Вот, и как-то смотря на него, как он пишет плакаты для брата, там, для школы, как-то вот появилось желание заниматься этим. И думаю, почему бы и нет. И первоначально эти были какие-то каракули, ну, эти детские вот всякие моменты рисования. Потом уже с 9 лет, благодаря моей сестре Анжелике, вот, также отдельное ей спасибо, вот, она потянула меня за собой в художественную школу. Вот. И уже вот с 9 лет, можно сказать, я начал уже профессионально этим заниматься. Честно сказать, вот именно с 9 лет можно сказать, что я уже постоянно этим занимаюсь. Также в школе с 5 класса по 11 я рисовал очень много плакатов, картин разнообразных. Вот это тоже своя хорошая практика была для меня. Вот. Потом поступил в университет на дизайнера. Ну и уже вот с годами тихо-тихо улучшал свои навыки рисования. Графический дизайн – это нечто другое. Естественно, в этом направлении ты продолжил там, расширять свои знания, у тебя есть навыки, мы об этом еще поговорим однозначно. Но тут абсолютно разные техники. Я не уверена в том, что в художественной школе ты всему этому учился. Нет. Как ты ко всему этому пришел? В художественной школе и в университете мы в основном изучали рисунок и живопись. Вот. А все остальное, чем я на сегодняшний день занимаюсь, именно связано с искусством, это я уже как бы от себя решил заниматься саморазвитием. Вот мне понравилось стиль, техника, я решил этим заниматься. Вот первоначально получалось не очень, потом тихо-тихо начал вот улучшать навыки, ну и в дальнейшем начал уже как бы предлагать свои работы как бы уже на заказ. Вот ты говоришь, я начал саморазвиваться, там, Да. занялся саморазвитием. Что это? Вот что в твоем понимании заниматься саморазвитием? Это пойти к педагогам, заниматься по каким-то определенным направлениям или использовать те ресурсы, которые есть на сегодняшний день? Это интернет, безграничное количество разных, не знаю, мастер-классов на YouTube и так далее. Что? Вот На самом деле в настоящее время все в основном лежит. Все доступно, лишь бы мы Все хотели. доступно уже в интернете, поэтому 90%, конечно, это был интернет. Это вот, как вы сказали, мастер-классы всякие, ролики, картинки, вот, литература. Ну, в основном так. Мне не получалось посещать мастер-классы, выезжать в Россию, поэтому все с интернетом. Вот, поэтому где-то основные моменты, азы я осваивал оттуда, где-то что-то свое добавлял. В итоге получалось вроде неплохо, надеюсь. Покажешь свои работы, у тебя их много, я знаю, но в основном ты на заказ работаешь, Да. тебе заказывают те или иные работы, и ты их отдаешь. Но есть какая-то часть, которая у тебя здесь Да, осталась. да, есть, конечно. Это какие-то личные? Нет, многие заказы мне до сих пор не взяли. Вот. Многие для себя рисовал, на подарок. Вот. Ну, как-то вот такой небольшой архив сохранился. Между прочим, Анжелика тоже здесь. Вот такое направление шарж. Это, между прочим, я чисто для себя делал, для Чтобы Инстаграма. себя да. попробовать? Да, и попробовать себя, и людям А показать. вот это вот что за направление? Это шарж. Это шарж. Это сюжетный шарж, это портретный шарж. Ага, это портретный Да. шарж. Вот, узнаете? Круто. Ей самой понравилась работа? Думаю, да. Вот. Здорово. Тут немало картин в разном стиле. Вот карандаш. Это просто.
Хорошо, Вот. когда человек начинает вообще заниматься творчеством, писать, решает для себя, что вот он становится художником, естественно, он не с этого стиля начинает. Есть Да. какие-то азы базовые. А как ты к этому стилю пришел? Честно сказать, я занялся именно портретами совершенно спонтанно. То есть у меня во время университета и даже до университета никогда не было мысли, что я когда-нибудь в дальнейшем буду рисовать портреты. Вот. Ну, как-то спонтанно вот решил кого-то нарисовать, помню, когда знакомая была или... Получилось с первого раза? Не хорошо получилось, но в итоге ей понравилось. Вот. И я оттуда вдохновился. Вот. И решил дальше, пока на подарок рисовал на подарки, потом думаю, а почему бы и нет. И начал уже совершенствовать технику, вот именно портрет рисовать, карандашом, акварели. Вот. Тихо-тихо завел инстаграм-страницу и начал вот так на заказ делать. Ну, я с каждым разом стараюсь все-таки совершенствовать свою технику. Вот, маслом пока не пишу, к сожалению, пока только карандаш, акварель. Вот, но в этом году планирую уже масло тоже, начать маслом тоже писать именно портреты, потому что последний раз это было вот именно портреты еще в университетские годы. Молодые художники в основном говорят о том, что Инстаграм, вообще соцсети, это очень хороший, очень крутой такой инструмент для продвижения своего творчества, для того, чтобы еще и заработать на своих В работах. настоящее время это так. Ну вот насколько это все оправдано, вот силы, ресурсы, которые вкладываешь в этот Инстаграм, и то, что ты получаешь в итоге, Ну, соизмеримо? по-разному, у кого как, по-разному бывает. Иногда бывает прям Инстаграм оправдывает, прям заказов бывает очень много. Иногда бывает, ну как-то не могу точно сказать. Ну, в начале, когда только я начал Инстаграм заниматься, на самом деле все было очень плохо. Да и как-то я не умел, вот как, это тоже надо грамотно, правильно продвигать страницу. Вот. Потом со временем я чуть усвоил, потом начала супруга помогать. Основной помощник. Да, на то время еще не были женаты, вот она во всем поддерживает, помогает мне, за что я ей очень благодарен. Вот. И в свое время вот она взялась за это и вот помогает мне в продвижении Инстаграма. Подтолкнула. Да, она во всем, вот она старается во всем меня поддерживать, помогать, мотивирует, главный мотиватор мой. Вот, ну как-то вот по-разному, на самом деле по-разному бывает хорошо, бывает плохо. Художники, естественно, они работают для своих зрителей, для клиентов в том числе, ну и на заказ делают какие-то определенные работы, или же в самом начале, может быть, и не думают о том, что они в дальнейшем продадут эту работу. У тебя чуть-чуть история другая. В основном твои работы, они нацелены на то, чтобы продать. Не, на самом деле я бывает и для души тоже рисую, бывает рисую и в подарок. Ага. Вот, то есть по-разному. Я бывает нарисовал картину, выложил в Инстаграм. Если человеку понравился, если захотел он приобрести, это хорошо. Если нет, ничего страшного. Будет у меня лежать какое-то время, может в дальнейшем подарю, или дай бог, если в дальнейшем будет выставка, вот на выставке будет. Поэтому у меня цель не именно продать. Хотя, да, я долго обучался, пришел к тому, что пора как бы зарабатывать на этом, но у меня цель не только продать картину, но и главное радовать людей своими работами и какой-то след оставить в этой жизни вот своими работами. Чтобы завершить тему именно вот продажи картин, хочу еще один вопрос задать. Ни для кого не секрет, цветы больше всего продаются именно там ближе к 8 марта, к 1 сентября и так далее. То есть есть какие-то такие даты. А вот с работами, с картинами мне вот тяжело вообще сориентироваться. Когда? Это вот именно к праздникам, к дню рождения или еще к чему-то. Есть какие-то такие определенные периоды, когда особенно много заказов? Да, на самом деле именно в праздничные дни, там Новый год, 23 февраля, бывает. Именно в праздничные моменты, да, бывает много заказов, особенно перед Новым годом. Это, можно сказать, пик. Вот бывает там за месяц уже не могу принимать заказы, такое тоже бывало. А в этом году как было? Ну, точнее... Средний была, да, то есть все запланированные даты я потихоньку все заполнилось.
Вот. На самом деле, да, именно в праздничные дни. А так бывает в течение месяца. Но в основном, на самом деле, заказывают на дни рождения. Это вот 90%. Вот. А так, в основном, и бывает также вот именно пик заказов, это вот в праздничные периоды. После университета, после армии долгое время не мог найти работу по дизайну, именно куда устроиться. Вот, но несмотря на это я не отчаялся, работал на дом, принимал заказы. Вот, и спустя 5 лет после завершения университета все-таки вот посчастливилось все-таки сюда устроиться, за что благодарен моему начальнику. Вот, работаю уже 2 года, 3 месяца где-то. Вот, и счастлив, потому что я занимаюсь все-таки любимым делом, и здесь приятный коллектив, хорошая атмосфера, хорошая обстановка. И что нужно еще человеку, чтобы получать удовольствие от любимой работы? Магазин «Цифровой печать» «Мимоза» называется, вот наше место. Вот, мы занимаемся здесь как рекламой, делаем дизайны всяких проектов, печатаем визитки, как и полиграфия есть, также есть и рекламные вот, дизайнерские работы. То есть у нас также делаем майки, то есть много всего делаем. Вот, то есть всесторонне как бы развиваемся. Клиенты бывают разных. Кто-то приходит уже с готовыми мыслями, с готовыми идеями, что нам просто нужно это воплотить в реальность. А для кого-то нужно именно вот с нуля предложить варианты, чем мы здесь и занимаемся, в принципе. Порой бывает сложно с клиентами работать, но ничего страшного, как бы вроде как справляемся. И в итоге в большинстве случаев люди бывают довольны, уходят уже с готовыми проектами. Ты называешь себя художником или графическим дизайнером? На самом деле сложно сказать. Я и художник, и дизайнер, также являюсь тренером по настольному теннису, поэтому О, как! да, я еще и спортом увлекаюсь. Очень круто. Вот, ну, изначально в детстве я вообще планировал стать дизайнером, думал стать дизайнером. Вот, потом тихо-тихо в процессе, ну, понятное дело, что это все взаимосвязано, и дизайн, и рисунок. Вот, начал увлекаться и там, вот, с двух сторон. И также не обделял спорт, потому что спорт — это для меня все. Так же, как и искусство, я на этом вырос. Вот, поэтому сложно сказать, что для меня ближе, что для меня дороже. Для меня, что на первом месте? Да, для меня все на первом месте, и дизайн, и рисунок, живопись, вот спорт, потому что я на этом вырос. И до сих пор занимаюсь и наслаждаюсь этим. В детстве я много чем увлекался. Помимо творчества я очень любил спорт, занимался теннисом, настольным волейболом. Спортсмены – это люди дисциплинированные. Там самое главное – дисциплина, сила воли и вот все, что вытекает из этого. Я придерживаюсь этому. В творчестве – это свобода. Хочешь так, делаешь так. Захотел иначе, сделал иначе. Не захотел, бросил. То есть, ну вот, это абсолютно разные. Я придерживаюсь и тому на вещи. самом деле. То есть я При считаю этом себя... ни разу не бросил теннис. Был период во время университета, когда у меня был 4-летний перерыв, просто времени не было ходить на тренировки. И потом резко такой скачок был, и начал заниматься сразу тренером работать. То есть мне предложили работать с детьми, я с удовольствием согласился. То есть я с теннисом занимаюсь с 13 лет, вот, по окончании школы. А рисуешь с 5?
Да, ориентировочно, да. И вот были успехи тоже в теннисе, много выезжали, кандидатом в мастера спорта я являюсь по настольному теннису. Вот. И после определенного вот перерыва 4-летнего, вот во время армии это было, начал также заново посещать тренировки в свободное время. И в конце уже армии мне главный тренер предложил поработать с детьми. И я думаю, ну, пока нет работы, ну, честно говоря, у меня после университета немножко проблема была с работой с дизайном. Вот, все-таки в армии находился. И думал, почему бы и нет, попробую. Хотя никогда я не думал, не представлял себя тренером, учителем. И тут на тебе. Решил попробовать, и вот уже почти 7 лет я с удовольствием занимаюсь с детишками. И был период, когда не было ни рисунков, то есть мало рисовал, мало занимался дизайном, дизайном практически даже не занимался. Был период такой тоже после университета, после армии. Но теннисом, вот теннис так и больше не оставил. Вот с 15 года, как начал заниматься с детишками, вот по сей день я с удовольствием этим занимаюсь. Немножко хочу, чтобы ты рассказал нам о своей технике, вообще о направлениях, что тебя интересует, чем ты занимаешься здесь и сейчас. Вот даже вот 3 работы твои абсолютно разные, все 3. Да, на самом деле, ну, живописью это масло, это недавняя работа и несколько месяцев. Вот, на самом деле, после университета я долгое время не занимался маслом, вот решил все-таки написать розу, пока портретами не занимаюсь. Ну, это и я еще в университете освоил эту технику, вот, также и акварелью. Вот. А третья работа — это техника стринг-арт, она из гвоздей и из ниток состоит. Это я уже сам как бы в интернете увидел, понравилось и решил как-то вот развиваться в этом направлении. Вот. На самом деле я очень люблю простоту во всем, будь то в искусстве, в людях особенно. Люблю, уважаю, ценю именно простоту. Поэтому, видимо, в направлении в искусстве я также вот решил такие направления выбрать, как стринг-арт и поп-арт. Это вот простые графические картины, которые вот с виду вроде как простые, но как-то вот все-таки завораживают, все-таки свою изюминку имеют. Вот тут совершенно какое-то 4-е направление. Да, это мне поп-арт, кажется. это направление поп-арт, да. А давно Это ты, такой современный давно стиль. увлекаешься этой историей? Года 3-4. И Вот. насколько это пользуется популярностью? На самом деле у нас в Абхазии не так это распространено и не так пользуется спросом. Вот. Но все-таки иногда я делаю это для души, потому что мне это нравится. Вот. Иногда и на подарок делаю, поэтому вот как-то так. Одновременно сложный и легкий вопрос. Да. Кто такой художник? Чем он занимается? Для чего это ему надо? И Да, что тебе хороший дает вопрос. творчество? Хороший вопрос. Художник, честно говоря, никогда не задавался вопросом и как-то и сразу сказать. Ну, как вы сказали, вот именно художники, они вот именно свободные люди, которые могут творить, приносить в мир красоту по-своему. Причем творчество, оно абсолютно бывает разное. Но самое главное, мне кажется, вот для плюс художника, вот, это единственный способ оставить след после себя, вот именно вот своими картинами, своими работами, потому что именно после смерти художников почему-то начинают цениться их картины. Вот, есть такое, да, но не знаю, я никогда не задавался вопросом, почему я именно этим занимаюсь. Вот мне нравится, я занимаюсь, я с удовольствием этим занимаюсь и думаю, до старости лет, дай Бог, чтобы я дожил до старости, я никогда не брошу это дело.
На самом деле к критике я привык. Вот, и мне не раз говорили, что у меня тяжелый характер. Может, как раз таки связано с тем, что я именно занимаюсь творчеством. Вот. Да, я могу сказать, что, возможно, где-то в чем-то я своеобразен, и многие это замечают, но я не считаю это плохо. Вот я такой, какой я есть. Вот, и мне это нравится. В целом я люблю делать добро, миролюбивый человек и всегда готов поддержать, помочь, выслушать человека, если надо. То есть я не какой-то там совсем сумасшедший, как обычно представляют художников. Вот. То есть я своеобразный, но человечный. Такой простой, обычный. Вот за все время нашей беседы ты много раз сказал о том, что ты занимаешься творчеством, но ни разу не назвал себя творческим человеком. Это скромность природная или что? Я считаю себя творческим человеком, вот, но скромность тоже есть. Да, я с детства, честно сказать, скромный. Вот. И даже удивляются, мол, почему я так скромно себя веду, вот, зная вот столько талантов, столько. Ну, я такой человек, я не люблю себя восхвалять, там, говорить, я такой, я сякой. Я простой, обычный человек, занимаюсь любимым делом, рисую, занимаюсь дизайном, увлекаюсь спортом. То есть я обычный простой человек, который занимается тем, чем он хочет, и стараюсь делиться это с людьми. Ну, насколько я понимаю, ты человек ищущий всегда что-то новое, пробующий себя. Какая дальнейшая цель? Вот основная цель на ближайшее будущее, так скажем. Это что Освоить какую-нибудь технику супер. Что касаемо творчества, Да. честно говоря, именно освоить что-то новое в творчестве, такой мысли не было. Именно хочу продолжить вот, именно заниматься маслом, живописью. Ну, база у тебя есть? Да, база Хочешь есть, развиваться? просто был многолетний перерыв. Вот именно хочу продолжить в этом году. Вот, и также начать писать портреты именно маслом. Вот, это вот ближайшие мои цели, вот, можно сказать, уже вот на вот-воте. А так, если в жизни какие-то цели там, главное, чтобы было здоровье, была семья, родные и близкие были рядом, друг друга поддерживали, помогали, для меня это превыше всего.